Коми стремительно растет число самозанятых, а их совокупный доход с начала года уже более 1 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Общественной палате республики на круглом столе, посвященном итогам самозанятости в регионе за 2021 год. С чем связан такой прирост и в каком районе республики предприниматели охотнее переходят на новую форму занятости, расскажет Александр Карепин. На сегодняшний день в Коми зарегистрировано более 14 тысяч самозанятых, однако 30% из них работают за пределами региона. С момента первого совещания общественников еще в феврале этого года число тех, кто желает трудиться сам на себя, существенно выросло. Прирост 8 человек на 1000 трудоспособного населения. То есть примерно 5000 предпринимателей за последние 8 месяцев легализовали свою деятельность. Лидирует, безусловно, какая сфера, все женщины подскажут, конечно, бьюти-сервис. Ногтевой сервис, наращивание ресниц, солярий, парикмахерские услуги, массажные услуги, косметологические услуги. Это в процентах среди самозанятых занимает первое место. Ремонт и диагностика транспортных средств – второе. Грузоперевозки – третье. И что для нас очень хорошо, это есть строительно-отделочные работы. Мы с вами говорили о том, что многие из них делают это не вполне легально. Химчистка. И для нас очень важно, что швейное дело. Сергей Ипатенко еще в 2014 году решил уйти из найма и открыть свой автосервис. Всегда хотелось заниматься тем, что нравится. Но в то время легализовать дело можно было только зарегистрировав ИП. Буквально несколько месяцев назад уже матерый предприниматель решил перейти на новый режим занятости. Теперь делится впечатлениями. Все стало гораздо проще. Мне стало очень просто общаться с налоговой. Вот эта форма меня немножко утомляла, потому что нужно было понимать форму сдачи отчетности. Нужно было следить за определенным графиком выплаты пенсионных, страховых и всего остального. Сейчас это просто мобильно. То есть я достал телефон, открыл приложение, у меня пришло уведомление, 2 кнопки я нажал, у меня с карты списались деньги. Все, мне больше ничего не надо. С начала года совокупный доход самозанятых в Коми – 1 175 000 000 рублей. Налогов на профессиональный доход уплачено на сумму более 30 миллионов. Лидирует Ижемский район – плюс 26 человек. А вот в Сосногорском меньше всего хотят работать на себя. Хотелось бы, чтобы и другие районы подтянулись, поэтому мы очень надеемся, что наши коммуникации с как Общественной палатой, так и муниципальных образований будут выстраиваться в полном объеме, и те ресурсы, которые накоплены с участием центров подготовки предпринимателей, они будут также реализованы и предложены для внедрения уже на территориях. Общественники отмечают, цифры могли бы быть и еще выше. Просто на местах далеко не все еще понимают, что такое быть самозанятым и какая поддержка может быть от государства. К примеру, льготные займы в государственных микрокредитных компаниях. Выгодный кредит могут получить только физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и к которым применяется специальный налоговый режим. Сумма микрозайма 500 000 рублей максимальная, она установлена федеральным законом. К сожалению, мы сумму пока изменить не можем, увеличить ее. Срок микрозайма до 2 лет. И процентную ставку мы установили в июле этого месяца, когда, я говорю, столкнулись с проблемами, это 1% годовых. Стать самозанятым могут и физические лица, и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги населению или реализуют товары собственного производства. Для регистрации достаточно зайти в приложение «Мой налог» или в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Дополнительных хождений по инстанциям не нужно. Александр Карепин, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.